Первой женщине, главному лесничему Якутии Саргалане Амосовой присвоили звание «Заслуженный лесовод России». Указ вышел на днях. Более 30 лет Саргалана Амосова служит в лесном хозяйстве республики. Она инициатор внедрения новых форм лесопользования, организовала проведение лесных аукционов, при ней вовлечены в оборот новые лесные участки. Кроме того, она составитель книги об истории лесного хозяйства Якутии. С заслуженным лесоводом России встретилась Анастасия Кобызева. Я пришла в лесное хозяйство, потому что я выросла на очень красивом месте. Это наш Хангаласский район, который очень богат своей природой, своими ленскими столбами, реками уникальными. И моя мама была биолог. Лесовод – нелегкая профессия, особенно для женщины. Саргалане Поликарповне помогли выдержка и стальной характер. А ведь много лет назад Якутия могла остаться без главного лесничего. Закончила Саргалана Амосова Уральскую лесотехническую академию. Студентку-краснодипломницу активно звали в аспирантуру. Но я просилась именно в Якутию, на что мне сказали, что в Якутии нет такого развитого лесного хозяйства, условного ведения, есть только охрана лесов от пожаров. И мне негде будет применить те знания, как по лесной генетике, по лесной культурам, по лесной селекции. На что я ответила, стояла на распределении, сказала, я поеду в Якутию и буду работать во благо того, чтобы в Якутии было развитое лесное хозяйство, во благо лесов Якутии. За 30 лет Саргалана Поликарповна разработала десятки законопроектов в области лесного хозяйства. Написала книгу. Под ее руководством в Якутске создан музей леса. Список внушительный. Звание заслуженного лесовода России – достойная награда. Да, мне с федерального агентства позвонил заместитель руководителя Кротов Николай Степанович и первым поздравил меня. Я, конечно, была рада. И тем более радостно, что это в канун Дня работника леса, который у наших животных отмечается 3 выходной сентября. Очень сильный руководитель, сплотила весь коллектив. У нас очень много новых сотрудников, повысила заработная плата. Мы сейчас достойно, как говорится, получаем. Любимое дерево – морозостойкая, крепкая лиственница. В точности, как наша героиня. Наш лес уникален тем, что он на вечной мерзлоте растет, выживает. Если бы нашего леса не было, уровень осадков в Якутии такой, что здесь была бы пустыня. Саргалана Поликарповна – первая женщина, главный лесничий Якутии. Состоялась как руководитель, жена, мама. Успевает заниматься и общественной деятельностью. Впереди так много планов, которые еще предстоит выполнить. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск.